Игрой опознания враги. Игрой Курдистан-1. يا حرا كردستان очень можно Vamos, vamos, vamos. Ну да. Vamos, vamos, vamos. Venite per la foto. Так, внимание, внимание, мы начинаем свой репортаж с Курского стадиона «Динамо». И сегодня в стадии четвертьфиналов встречаются сборные Курдистана и сборные Падани. Сейчас, через несколько минут, буквально судья даст сигнал о начале игры.
даст сигнал о начале игры. И пока он этого не сделал, мы ознакомим вас с составами играющих команд. Итак, сборная Курдистана, которая сегодня выступает на правах хозяев номинальных. Итак, в воротах Шархан Мохсин, в защите Джасим Мухаммед, третий номер Хардис Ямант, 8-й Халед Мушер, второй номер Баяр Абубакар, 10-й номер Али Азиз, 19-й Дияр Рахман, 17-й номер Хунер Ахмед, под 7-м номером играет Фархан Верия и 9-й номер у центрального нападающего сборной Курдистана Аяда Аюба. Сборная Падани. Сборная Падани выступает в белых футболках, черных трусах, а сборная Курдистана выступает в голубых футболках. И такого же цвета у нее и трусы. Итак, сборная Падани выступает в следующем составе. Голкипер Делано Алессандро. 22 номер Мигель Дани. 21 Мирабито Жан-Луи. Под 5 номером играет Тонелли Стефано. Под 17-м Алекс Мазонна. Под 20-м играет Лука Ферри. Под 8-м номером Андреа Ротта. Жан-Луи Роландоне играет под 18-м номером. Вилли Россет под 10-м. Марко Гаравелли 19-й номер. И Матео Пранделли играет под 27-м номером. Игра началась. Сегодня жарко в Сухуми. И учитывая то, что чемпионат идет в очень таком бешеном ритме, график такой, что команда играет практически ежедневно. И поэтому сил не так много остается. И этим, наверное, объясняется то, что начало матча, оно такое достаточно вялое. Команды, тем не менее, еще имеют возможность присмотреться друг к другу. Тем не менее, эти команды, надо отметить, неплохо знают друг друга, так как им уже приходилось играть на различных турнирах, в частности, на прошлом чемпионате мира. И из тех сборных, которые выступают под эгидой Конифа, они и сборная Падани, и сборная Курдистана наиболее титулованные. И сборная Курдистана, кстати говоря, является вице-чемпионом мира, действующим под эгидой Конифа, а сборная Падани – это действующий чемпион Европы. В прошлом году в Швеции она завоевала золотые медали. Итак, сборная Падани с мячом. В аут уходит мяч. Абубакар подал на Аюба. Офсайд. Офсайд или нет? Мяч ушел в аут. Игроки не очень понимают, чего от них хочет арбитр. Ну все, вроде бы ясно. Абубакар будет просто по новой подавать аут. Очередной аут в пользу сборной Курдистана. Надо отметить, вот многие говорят, что уровень нынешнего чемпионата, он кто-то считает там невысоким, учитывая, что там есть такие сборные, как Чагусы, которые, можно сказать, играют на очень любительском таком уровне, но тем не менее вот эти команды, которые вышли в стадию четвертьфинала, они достаточно добротные коллективы, и во многих командах, кстати, выступают футболисты, которые имеют опыт выступлений за сборные, те сборные, которые
выступают под эгидой ФИФА, в частности в сборной Курдистана. Есть 6 человек, которые имеют опыт выступления за сборную Ирака. И надо сказать, они там появлялись не эпизодически, в частности, Джасим Мухаммед Хаджи провел 16 игр и забил один гол. Халид Мушер, который принимает сегодня участие, Джасим Мухаммед тоже принимает участие, сыграл 24 матча за сборную. Также отметился голом Фархан Шукур, одну игру провел, 30 игр провел Баис Косрат Али, он на замене находится, и забил он 6 мячей за сборную Ирака. И, пожалуй, все, 6 человек играют, выступали в различное время за сборную Ирака. Есть 2 футболиста в сборной Лапландии, которые имеют опыт выступлений за сборную Норвегии. Кроме того, в сборной Армении играет Грачи Яган, который также выступал за сборную Армении, то есть сборной Западной Армении выступает Грачи Яган, который имеет опыт выступлений за сборную Республики Армения. И, кстати говоря, лидером по выступлению за сборную, который выступает под эгидой ФИФА, является представитель нашей сборной Ферас Исмаил, который провел 81 матч за сборную Сирии и забил 5 мячей. Пока он, увы, еще не выходил на поле на этом чемпионате мира. Тем не менее, это очень квалифицированный центр-форвард, выступающий сейчас за Сухумский Нарт, репатриант из Сирии наш. И мы надеемся, что так или иначе, если понадобится, он выйдет на поле. Естественно, его опыт положительнейшим же способом скажется на игре сборной Абхазии. Небольшое повреждение у футболиста сборной Курдистана. Вроде бы все нормально с ним. Но теперь второй футболист, опять же сборной Курдистана, некомфортно себя почувствовал и лег на газон. Медики выбежали и сейчас будут разбираться. Итак, 8-я минута матча, небольшая пауза в игре. Я напомню, что сегодня вечером состоится последний четвертьфинальный матч, в котором сборная Западной Армении будет играть со сборной Пенджаба. И вот эти победители вот этих 2 четвертьфинальных матчей сегодняшнего дня, они встретятся между собой уже в полуфинале. И, как известно, в другом полуфинале будут играть сборная Абхазии и сборная Северного Кипра. Так что сейчас уже совсем рукой подать до финала. Финал, как известно, состоится в воскресенье на этом же Сухумском городском стадионе «Динамо». Так что приходите на футбол. Сегодня, кстати говоря, зрителей, увы, немного. Хотя матч абсолютно непроходной. Это четвертьфинальная стадия. Играют 2 очень хорошие команды. И надеюсь, что по ходу пьесы уже наверное, к концу первого тайма зрителей станет побольше. Сейчас не густо, человек 400, не больше.
Мухсин выбивает мяч. Но сделал это он как-то неаккуратно. В итоге аут сбрасывают футболисты сборной по Дании. Сейчас может быть опасная контратака, но центральный защитник сборной Курдистана выбивает мяч. Впрочем, перед этим центр-форвард сборной по Дании нарушил правила. Это Матео Пранделли. Постучал по ногам курда. Ахмед с мячом. Абубакар. Упал, поднялся, опять упал. Штрафной. Вот уже идет. Закончилась 10-я минута. Уже третий раз за этот промежуток времени курдам не здоровится. На линии штрафной выстроились в ряд и футболисты сборной по Дании, и Курдистана. Сейчас будут навешивать. Опасный навес! Но в офсайде оказался центр-форвард сборной Курдистана. Точнее говоря, это был Хардиси Аманд, который пришел на розыгрыш штрафного. Центральный защитник. Штрафной. Сбивают 8-го номера сборной по Дании. Это Андрео Ротта. И сейчас до ворот далековато. Метров 30, не меньше. Тем не менее, сборная Курдистана выстраивает стенку. Опасный штрафной. Гол! Да, с такого расстояния такой удар. И не сказать, что вратарь ошибся, просто сам удар 20-го номера сборной по Дании, это Лука Ферри, бил, оказался действительно хорош. 1-0. Сборная по Дании ведет. Повела в счете. Действующий чемпион Европы показывает свой класс. Сейчас, наверное, все-таки пойдет поактивнее игра, учитывая то, что счет на табло изменился. И футболистам сборной Курдистана надо будет уже более активно вести наступательную игру. Будут вводить мяч из-за ворот. Делано Алессандро. Теперь может не спешить. Впрочем,
Куй железо пока горячо и забитый в начале матча гол абсолютно не гарантирует итоговый результат положительный для сборной по Дании. И надо просто сейчас воспользоваться тем, что сборная Курдистана будет идти в атаку. И, наверное, контратаки сборной по Дании должны быть чрезвычайно острыми. Не доходит мяч до Аюба. И сейчас по левому флангу разворачивается контратака сборной по Дании. Выходит Ротта, Андреа Ротта, навешивает. Удар! Выбивает защитники сборной Курдистана мяч, но тем не менее атака продолжается. И вот опаснейший момент. И сейчас Маттео Пранделли ногой ударил. Полагаю, все-таки неумышленно вратаря сборной Курдистана Мохсина. Извинился перед ним. Тем не менее, Мухсину от этого не холодно, не жарко, а очень больно. Он лежит на газоне. Подбежали к нему врачи команды и пытаются каким-то образом помочь ему. Пока пауза в игре, игроки используют этот вынужденный тайм-аут и пьют воду. Все-таки встает Мухсин. С ним вроде бы все в порядке. Да. Все в порядке, замена не требуется. И сейчас сборная Курдистана ведет мяч в игру. Судья просит повторить, кстати говоря, о судейской бригаде. Сегодня матч судит Арман Амирханян, главный арбитр, российский арбитр, и судьи на линии Саид Сайнеддинов из Таджикистана и Шакир Азизоглу из Северного Кипра. Резервным арбитром является Дмитрий Жуков, представляющий Донецкую Народную Республику. Опасный момент был опять у ворот Мухсина. И угловой. Пока тревожная ситуация возникает исключительно у ворот сборной Курдистана, хотя вроде бы и пытаются как-то играть первым номером футболисты Курдистана, однако опасные моменты созревают только у ее ворот. Навес. Никого не оказалось все-таки на подхвате. И сейчас может созреть контратака. И штрафной. Желтая карточка за срыв атаки получает Марко Гарвелли. Халед Мушер, центральный защитник сборной Курдистана, имеющий богатый опыт выступления за сборную Ирака. Один из лучших
центральных защитников на этом турнире. Пытается организовать атаку и опасный выход был у центрфорварда Аюба, однако Аюб оказался не слишком поворотливым, и пока он разворачивался, центральные защитники сборной по Дании накрыли его красиво через себя. И вот сейчас сборная Курдистана пытается на левом краю организовать наступление на ворота соперников. Но сборная по Дании уже перестроилась. И вот в такой позиционной атаке очень сложно что-то извлечь позитивное для сборной Курдистана. Они нарушают правила. И сейчас вратарь сборной по Дании Алессандро ведет мяч в игру. Не спешит. Серия ошибок взаимных. Футболисты сборной Курдистана пасуют поданцам. Игрок по Дании как бы не остается в накладе. Вот такая серия ошибок привела к тому, что сейчас мяч выбит в аут. Абубакар вводит мяч в игру. На угловой мяч уходит. Центральные защитники сборной Курдистана подтягивались, но тем не менее решили разыграть футболисты. Гол! Ошибка вратаря Алессандро. И Аюб закатывает мяч легким кивком головы в ближний от вратаря правый угол. Ошибка вратаря Алессандро была вполне очевидной. 1-1. Аюб принял поздравления тренерского штаба. Успел еще попозировать перед фотографами. И сейчас вдохновленный тем, что ему удалось сравнять счет, он как бы заявил о своей готовности совершить для своей сборной еще один подвиг. Будем ждать. Сборная Курдистана атакует. Опять опасный момент. Алессандро как-то опрометчиво ушел с ворот далековато. И сейчас чуть ему за воротник не заткнули этот мяч. Немного обескуражена все-таки сборная по Дании. А вот сейчас сборная Курдистана раз за разом начинает свои атаки. Игра становится более веселой. Абубакар с мячом. Ахмед. Сбили Ахмеда, и будет опасный штрафной. Алекс Мазокко, 17-й номер сборной по Дании, сбивает 17-го номера сборной Курдистана. И теперь штрафной.
Опасный удар и гол со штрафного забивает 20-й номер сборной Курдистана. Это Джасим Мухаммед. Тоже, кстати говоря, имеющий богатый опыт выступлений за сборную Ирака. И вот сейчас он уже в составе Курдистана забивает такой красивый гол. Закрутил и прямо в дальний угол, в дальний от себя угол ворот. Но при том, что удар был чрезвычайно красивым, тем не менее, мне кажется, опять в очередной раз вратарь сборной Падани Алессандро оказался не на высоте. Точнее, он прыгал, но прыгал как-то не очень, прямо скажем. 2-1. Столкнулись два игрока в штрафной, и сейчас выходят врачи или нет, пока им не дает такого права арбитр. Ему виднее, насколько серьезна травма. Но если представитель Курдистана, сборной Курдистана уже на ногах, то... Нет, все-таки вышел врач сборной Падани. И сейчас колдует над своим игроком. 27-я минута подходит к концу. Счет 2-1. Носилки выносят наши доблестные спасатели из Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сползает на носилки футболист сборной Падани. И его бегом уносят за бровку. Молодцы. Молодцы это по отношению к нашим спасателям. Аут. Абубакар, футболист, который отвечает на правом краю за ауты, подачу аутов. Абубакар будет опять вводить мяч в игру. Толчок. Не заметил арбитр все-таки. Явный был толчок со стороны футболиста сборной Падани Алекса Мазоки. Тем не менее, игра продолжается. Прострел. Но как-то не очень такой концентрированный удар получился у футболиста сборной Курдистана. Аут. В пользу Курдистана все-таки после небольшой паузы определились с тем, кто будет сбрасывать мяч. И это будет в очередной раз Абубакар.
от ворот. Опять одному из игроков стало плохо. Мне кажется, вообще пора уже в помощники к арбитру кого-нибудь из медработников и прямо на поле, чтобы он дежурил, а то слишком часто травмируются игроки. Вот за эти полчаса уже раз 5 приходилось выбегать бригаде медицинской и оказывать помощь футболистам. Вначале хандрили футболисты сборной Курдистана, а сейчас в последнее время, видимо, им так плохо стало от этих 2 голов, которые влетели в их ворота. И замена все-таки. Замена уходит. Уходит 8-й номер сборной по Дании Андреа Ротта. И в игру вступает Пизолла, Антонио Пизолла. Антонио Пизолла. Вступил в игру. На правый край пытаются более широко играть футболисты по Дании, но тем не менее есть желание играть широко, но для этого нужно еще, чтобы те передачи, которые пытаются создать такой широкий фронт атаки, были более точными. С этим пока проблема у сборной по Дании. Вот сборная Курдистана опять атакует. Удар. Выбивают. Футболисты выносят все-таки этот мяч. Вот я слышу уже на трибунах. Начали потихоньку поддерживать сборную Курдистана. Кстати говоря, несколько болельщиков прибыло с командой, помимо тех официальных лиц, которые входят в штаб сборной. Есть еще и несколько болельщиков сборной Курдистана. Угловой. Как-то медленно сборная по Дании пытается разыграть, как будто бы не они проигрывают, а это сборная Курдистана проигрывает. Но, тем не менее, вынужден напомнить на табло счет 2-1. Впереди сборная Курдистана. И вот сейчас Фархан Вейра с мячом. Отыгрывает Сиаманду. Завозился игрок, футболист сборной Курдистана, тем не менее штрафной, но это, тем не менее, его никак не оправдывает. Слишком увлекся индивидуальной игрой. Аут. И сильно вот все-таки чувствуется, что за несколько дней для обеих команд это третий матч. Буквально за 4 дня команда играет третий матч. И это действительно очень тяжело. И тем более играть днем в такую жару. И вообще у меня
такое предубеждение, что мяч улетает за трибуны. Кому-то из болельщиков, а может даже и не из болельщиков, очень приятный сувенир на голову. Если кто не заметил вдруг, то мяч улетел на улицу Абазинскую. И там он, наверное, сейчас спокойненько катится по свежевыложенному асфальту. Мушер. В аут ушел. И очередной раз Аюб упустил все-таки мяч за пределы поля. Так вот, у меня вот такое предубеждение, почему-то не предубеждение, даже некая уверенность, что в итоге чемпионом мира по версии Конифа станет сборная, которая в первую очередь сохранит силы. То есть равномерно пройдет этот чемпионат, у которого будут все-таки опасный момент у ворот сборной Курдистана, и в полуметре прошел мяч. Тем не менее, Мохсин вроде бы был готов к этому, перекрывал левый от себя угол ворот. И уже видно, что вот, по крайней мере, сегодня и даже Падания, и тот же Курдистан вот выглядят чуть похуже. Я имею в виду в физическом плане чуть похуже, чем в предыдущей игре. То есть силы не беспредельны. И вот та команда, которая сохранит, из тех команд, я имею в виду, которые вышли в четвертьфинал, или уже это оформились в полуфинал, вот та команда, которая сохранит больше всех сил, она, мне кажется, будет иметь больше всего шансов на чемпионство. Ну, плюс, конечно же, удача. Удача, без которой нам никуда не деться. Мы все, естественно, болеем за нашу сборную, что скрывать. И желаем ей удачи. Тем не менее, видно было по вчерашней игре, когда наша сборная играла в четвертьфинале. Видно было со сборной Лапландии, видно было, как тяжело ей достается все-таки вот эта игра. Ежедневные игры, расписание с ежедневными играми, это действительно физически буквально изнашивает организм. Тем не менее, регламент одинаков для всех. Никому в этом плане каких-либо снисхождений нет. Опасный удар, но мяч летит сильно выше ворот. Буквально в табло. Алессандро почти что соавтор первого гола в ворота, собственные ворота. Ну и во втором, как бы, гол не был плодом столь очевидной ошибки Алессандро, но тем не менее, в принципе, он должен был брать этот мяч. 2-0. 2-1 точнее говоря, в пользу сборной Курдистана. Аут подает Алекс Мазорка. Опасный удар! В упор буквально бил Вилли Россе, но каким-то образом он умудрился, стоя в метре от ворот, ударить на 2 метра выше ворот. Захочешь, не придумаешь. Но вроде бы задели сейчас этот мяч в полете, но я думаю, это действительно просто задели. Не так, чтобы сильно изменили траекторию мяча.
Мухсин не спешит. До конца первого тайма остается 5 минут. 2-1. Все устраивает футболистов сборной Курдистана. Я напомню, что если основное время заканчивается в ничью, то согласно существующему регламенту по проведению чемпионата мира под эгидой КОНИФА, добавленного времени не будет, и команды будут определять победителя в серии 11-метровых ударов. Вчера вот этим правом воспользовалась сборная Северного Кипра, которая вырвала победу у очень мобильных, очень физически готовых к футболу, но при этом имеющих большие изъяны там, в тактической подготовке и так далее. Но, тем не менее, вот именно физика помогла сборной Северной Кипра. Офсайд. Я даже не стал отвлекаться. Явно было видно, но не знаю, почему курды этого не заметили. Так вот, сборная корейцев Японии, она оказалась очень действительно физически готовой к этому матчу. И второй тайм она полностью доминировала. А между тем сборная Северного Кипра воспринималась чуть ли не главным фаворитом этого чемпионата. И вот она еле-еле унесла ноги от достаточно такой средненькой команде сборной корейцев Японии. Ну вот лишь по пенальти удалось им выиграть. Опасный момент у ворот, и Мухсин спасает свою команду, переводя мяч в аут. А вот это самоотверженный бросок оказался действительно самоотверженным. Травму получил Мухсин. Он лежит, над ним колдует медицинский штаб сборной Курдистана. Никаких... Ну вот, вроде бы потихоньку реанимирует. Слегка поднял голову Мухсин. Но опять ее же положил на газон. Плохо ему, больно и плохо Мухсину. Кстати говоря, я еще раз напомню, что Мухсин имеет опыт выступления, чрезвычайно опытный арбитр, имеет опыт выступления за сборную Ирака. Ну, вроде бы присел он. Привели его в порядок. С ним все в порядке. С Мухсином все в порядке. Немного он передохнул. И, как говорится, готов к труду и обороне собственных ворот. Вот такой своеобразный фэрплей в исполнении сборной Курдистана. Алессандро навешивает. Опасная игра. Опасная игра со стороны Лукифери. Нет, это все-таки Пранделли был. Ну, что-то затянул Мушер
пробиванием, вводом мяча в игру, и в итоге схлопотал желтую карточку центральный защитник из сборной Курдистана. Ну, поторопись же, Мушер. Скидка. Налево мяч. По левому флангу пытается. Но здесь Мигель Дани. Полный тезка знаменитого португальского футболиста, выступающего за питерский «Зенит». Играет на правом фланге обороны у сборной по Дании. Мушер прерывает атаку. Тем не менее, вторым темпом подхватывают футболисты сборной по Дании мяч. Штрафной. Сборная Курдистана пытается объяснить судье, но что толку объяснять, если уже свисток сделан, определен нарушитель, и более того, команда приготовилась пробивать штрафной, опасный. Вроде бы рукой сыграл Аюб, но тем не менее арбитр посчитал, что играть можно. В аут выносят. В легкой панике футболисты сборной по Дании. Вот курды запели. Болельщики сборной Курдистана. Они надеются увезти на родину не только в виде сувениров визы, полученные, вклеенные в паспорт абхазский, но и они собираются выиграть этот чемпионат. По крайней мере, очень уверенно игроки и тренерский штаб заявляют о том, что их команда приехала выигрывать чемпионат мира под эгидой КОНИФА. Впрочем, имея такой опытный состав, когда у тебя половина футболистов в разное время, в разные годы играли там за достаточно сильную в Азиатской федерации, конфедерации футбола иракскую сборную, и это уже уже кое-что значит. Аюб с мячом. Ахмед. Не получилось. И сейчас, тем не менее, вот пытается высокий прессинг, относительно высокий прессинг устроить футболистам сборной Курдистана, и это им позволяет все-таки как-то перестроиться в обороне. И сейчас мяч выбивают они в аут. Основное время истекло, но многочисленные паузы привели к тому, что несколько минут все-таки арбитр добавил. Я напоминаю, и все-таки свисток. Свисток. Первый тайм окончен. Со счетом 2-1 ведет сборная Курдистана. Перерыв.
пойду там сяду. Если ты зайдешь, как это сядет. Что там тебе дали эти баллоны? Вон нас. Идем. Вон он. Вон. Баллончик есть, все. 4 баллончика я еще кушал. Тебе дает. Она там. С Амирой. Привет, я тоже. Планчик, ты здесь? Да, я туда, знаешь, Дима, пойду. Andiamo! 50 minuti, Dai!
Итак, второй тайм начался. Напоминаю тем, которые только-только включили свои телевизоры, что сейчас на Сухумском городском стадионе «Динамо» играет сборная Курдистана, сборная Падани. Это четвертьфинал. И сегодня будут известны все полуфиналисты. Напомню, что это третий четвертьфинал, а вечером будет определен последний в паре сборной Западной Армении с Пенджабом. Определится последний четвертьфиналист. Травму получает футболист сборной Курдистана. Головой столкнулся. Давай здесь его оставляй, уже не выкинули. С игроком сборной Падани, но Матео Пранделли жив-здоров. И нет вообще никаких предпосылок, даже ничего не видно, что с ним вообще что-то могло произойти. А вот футболист сборной Курдистана лежит на газоне. Вот так. Так вот, за разговоры. Пранделли сейчас получает желтую карточку. Видимо, он все-таки усомнился, да, в том, что футболисту сборной Курдистана так плохо. Посчитал это симуляцией. Но вот за такие сомнения он получает желтую карточку. Давай, давай, давай. Вот показывает, что ему действительно плохо. Это 16-й номер. Но сейчас он все-таки войдет в игру. Игра началась, и я все-таки о составах команд. Итак, сборная Курдистана выступает в следующем составе. В воротах стоит Шархан Махсин, 21 номер, 20 номер Джасим Мухаммед, 3 номер Хардис Яманд, 8 номер Халед Мушер, 2 номер Байор Абубакар, 10 Али Азиз, 19 Дияр Рахман, 17 Хунер Ахмед, 7 Фархан Виара, 9 Аюб Аед. Сборная Падани выступает в следующем составе. Голкипер под номер 1 выступает Дамьяно Алессандро, 22 номер Мигель Данни, 21 Мирабито Жан-Луи, под 5 номером Стефано Тинтонелли, 17 номер Алекс Мазонка, под 20 номером играет Лука Ферри, под 6 номером играет Джанкарло Пизолло, 18 номер у Жан-Луи Роландоне, 10 номер Вилли Россе, 19 номер Макко Гаравелли и 27 номер у Матео Пранделли. Пранделли как раз сейчас отыграл партнеру. Но вот как бы дальнейшего продолжения эта атака не имела. То есть она имела, но в позитивном смысле не сработала для сборной Падани. Штрафной. Атакует сборная
поданий. Тем не менее, вот сейчас идет опасный удар выше ворот. Свин не спешит, аккуратненько устанавливает мяч. Сейчас будет выбивать его в поле. Опять лежит на газоне футбольной сборной Курдистана. И сборная Падани из благородных чувств выбивает мяч в аут. Тем не менее, вот какое-то недопонимание между соперничающими командами. Футболистам сборной Падани кажется, что это вот очередной акт симуляции со стороны соперника. Периодически игроки поругиваются, однако до драки дело не доходит. На правах самого опытного, к тому же капитан команды, пытается вот как-то успокоить. Вот такие терапевтические методы, они весьма эффективны. Немного успокаивается футболисты сборной Падани, тем более наши доблестные спасатели из МЧС на носилках бегом выносят за пределы поля футболиста. Ref, only one thing. Стилом играет. I told the understand that it's the last time we go have the ball. Okay, the last time. If only Видимо, if, действительно. The referee, okay, it's enough. Пострадал Али Азиз. Это именно он оказался под ударом сборной Падани. Опасный момент, но офсайд. В офсайде оказался Матео Пранделли. Входит в игру Курт. Теперь в полном составе. Центральный защитник подтягивается к центру поля. Сигнализируют. В том числе и зрители. Атака по краю. Аут. Куда он давал? 10-й номер Вилли Росе. Не очень понятно. Тем не менее, пытаются прессинговать, и этот прессинг оказался весьма удачным. Мяч футболистов сборной Падани. Удар по воротам, но таким ударом вратаря сборной Курдистана почему-то вынес в аут мяч. Сборная Курдистана получил травму. Слишком часто падают
на газон футболиста Курдистана. Слишком часто будут выходить теперь спасатели доблестной МЧС Абхазии в поле с носилками. При нынешнем счете это фактически будет кармой для сборной Курдистана. Время-то идет, темп сбивается. Это все тот же центральный защитник Харди Сиаманд. Его уносят. Видимо, им понравилось после первого раза, после первого проката на носилках. Второй прокат проведен на бис под аплодисменты зрителей. Опасный удар Пранделли. Только со второй попытки этот удар зафиксировал Махсин. Ну вот замена будет. Все-таки Сиаманд травмировался, и сейчас выйдет Камаран Али на поле под 15 номером. Но тем не менее, пока он не вышел, десятером играют курды, и сборная по Дании не забывает об этом, пытается очень активно атаковать. Выбивает мяч Мухсин за пределы поля. И Али, Камаран Али, вступает в игру. Опасный момент? Нет, все-таки в офсайде оказался Вилли Россе. Буквально на 10 сантиметров залез он в офсайд, но 10 не 10, а этого достаточно, чтобы считать его положение незаконным. Замена в составе сборной. И в итоге Россе уходит. И в игру вступает 23 номер Себастьяно. 27 номер. Моментари Себастьяно. Опасный прострел, может быть? Нет. Навешивал, попытался навесить, но уже в таком падающем состоянии делал это игрок сборной Курдистана. Чтобы предугадать, каков будет результат этой атаки, не составляло большого труда. Ошибся центральный защитник сборной Курдистана. Тем не менее, его напарник спасает и честь своей команды, и каким-то образом помогает своему партнеру по центральной зоне. Аут. 2-1. 2-1. Полчаса остается до окончания основного времени. Я напоминаю телезрителям, что в случае, если матч вдруг закончится в ничью, то никакого дополнительного времени, согласно существующему регламенту по проведению чемпионата мира под эгидой КОНИФА, не будет. Будут сразу пробиваться 11-метровые удары. И вот именно через эти штрафные удары будет определен победитель этой пары, который послезавтра сыграет в полуфинале. Итак, вместо Аюба, центрального нападающего сборной Курдистана, выходит под 11 номером. Сейчас я гляну протокол.
кажется, Рикар Хасси. Нет, это все-таки Баис Косрат Али. Баис Косрат Али тоже другой центральный нападающий, имеющий опыт выступлений за сборную Ирака. 30 матчей он провел в составе Ирака, пока сборная Курдистана не имела возможности и выступать отдельной сборной. Очень опытный футболист. 6 мячей забил за сборную Ирака. Вот он сейчас с мячом. Направо. Сейчас навешивать будет. Но Хосрата Али там нет. Тем не менее, офсайд был. И теперь Алессандро будет вводить мяч в игру. Офсайд. В каком-то таком рваном темпе проходит игра. То травмы, то очень много всяких выходов мяча из игры. Офсайд, аут, угловые и так далее. И все время паузы. И вот сейчас Мохсин тоже сделал вид, что ему чуть ли не передавили ногу. Но арбитр все видел. Говорит, поднимайся, Мохсин. Хватит. Ваше время истекло лежать. Али просит мяч назад. Получает, но вот как-то он пас оказался слишком неточным. Не дошел он все-таки до Хосрата Али. И Алессандро будет выбивать мяч в поле. У курдов очень активно вышел Хосрат Али. Все время бегает, по полю носится, предлагает себя. Где-то партнеры его замечают, где-то не очень с этим. Но сейчас опасная контратака. Удар! В штангу попадает мяч. В штангу попадает мяч, и он оказывается у центрального защитника Стефано. Стефано организует контрвыпад сборной Падуи. 1 на 1 выходит. Пранделли пытается развернуться, но как-то неповоротливо он это делает. Сейчас он опять с мячом, теряет его. И аут. Аут в пользу сборной Курдистана. Джасим Мухаммед вводит мяч в игру. Игра на втором этаже. Прессингуют курды. Широкой грудью Пранделли пытается организовать атаку, но все-таки вот этот габаритный 22 номер Мигель Данни, конечно, он не столь техничен, как его полный тезка из питерского «Зенита». К тому же
отсюда, с комментаторской трибуны, я вижу, что у него явно лишний вес и скорость практически никакая у него. Опасная контратака сборной Курдистана. Прострел. Отыгрывает мяч партнеру. Аут. Пранделли. Ну, Пранделли, но не смог зацепиться за мяч. Но не стой, как вкопанный. Продолжай играть. За тобой наблюдает весь север Италии. Я напомню, сборная по Дании. Это несколько регионов объединены. Вот этот район называется Падания. Весь север Италии. Это вот Падания. Падания от слова реки По. Хотя почему-то вот река По, самая большая река, протекающая по Италии, а вот сборная не по Дания, а все-таки Падания. А вот подать не получилось у сборной по Дании. Вот такая игра слов, а результат все тот же на табло. 2-1. Не спешат футболисты сборной Курдистана. Чуть больше 20 минут их отделяет от выхода в полуфинал. И сейчас будет очередная замена. Уходит 7-й номер Ахмед. И в игру вступает Шакор вступает в игру. Кстати говоря, в первом и на групповом этапе это был Шакор очень, наверное, самый активный футболист в линии атаки у сборной Курдистана. Дали ему передохнуть. Тренерский штаб. И вот сейчас он вышел, и скорее это даже усиление. Не скорее, а наверняка это усиление атакующего потенциала сборной Курдистана. Он привычно уже пытается оккупировать левый фланг обороны, левый фланг нападения. Ищут Пранделли все время игроки. Но Пранделли все мячи принимает, стоя спиной к воротам. Ох, такой эффектный прыжок вратаря. Но вот как-то он не рассчитал и вместе с мячом приземлился за линией. Угловой. Искать Пранделли, наверное, или центральных защитников. Впрочем, могут и разыграть футболисты сборной по Дании. Подхватывают футболисты. И опять очередной навес, но Дани не может не только
быстро бегать, но и прыгать. Мигель Данни. Поработайте в спортзале. Или в конце концов наймите диетолога. У вас лишний вес, даже мне отсюда видно. В центре разыгрывают мяч. Ну вот. Мигель Данни. Данни пошел. Навесил. Гол! Гол! Все-таки я понял, почему Мигель Данни сегодня участвует в этой игре. Тихоходом, а вырезал так, что центр-форварду сборной Падани осталось только подставить голову, и мяч оказался в дальнем от вратаря Максина углу ворот. 2-2. Теперь интересно, будут ли так часто травмироваться футболисты Курдистана и валяться на газоне? Вопрос из разряда риторических. Пранделли счастлив, он забил гол. Или нет, или это все-таки нет, это 19-й номер сделал. Гаравелли это забил. Марко Гаравелли, автор забитого гола. Второй нападающий. Cambio adesso, cambio. Если в первом тайме сборная Падани играла по схеме 4-4-2, то сейчас у нее, естественно, до того, как они забили гол во втором тайме, они играли уже по схеме 4-3-3. Но сейчас, видимо, все-таки они вернутся на прежнюю схему игры. Стилука вошел в игру по 4-м номерам. Сейчас будет штрафной в исполнении сборной Курдистана. Косрара Али колдует над мячом. Читает, видимо, какие-то заклинания. И сейчас он готов к пробитию штрафного. Навес, но Алессандро, как неудивительно, легко взял этот мяч. Я напомню, что две его грубейшие ошибки обернулись 2 голами в ворота сборной Падани. Сейчас же он оказался все-таки так спокоен, взял себя в руки вместе с мячом. Опасный момент, выход 1 на 1. Обработает. Нет, не успел он обработать мяч. Мухсин помешал. Пошла игра на встречных курсах. Никому не хочется пробивать 11-метровые удары. Пранделли с мячом. Шакор. Пытается перевести мяч направо, но Абубакар решил все-таки подержать его пока в центре. Но вот сейчас опять уже Абубакар, который ушел направо, к нему вернулся этот мяч. Навес, но опять очередной навес будет. Цепляешь мяч. Нет, прострелил. Обманул все-таки. Удар! Ну как же так? Как же так? Мяч соскочил с ноги курдского футболиста.
Остается 15 минут. «15 минут, 2-2. Гаравелли, воодушевленный забитым голом, получает право на штрафной. Заработал. Лукафери будет сейчас закидывать мяч в штрафную. Сборная Курдистана практически в полном составе отходит к своим воротам, за исключением Шакора, который дежурит у центрального круга, тем самым оттягивая внимание двух игроков. Опасно! Опасный был такой навес. Но замкнуть его никто не успел из футболистов сборной по Дании. А сейчас уже Шакор с мячом. Подание. Штрафной. Сбивают Роландоне. Опорного полузащитника сборной по Дании. Идут вперед футболисты. Подание. Сейчас может быть опасно. Тем не менее, загнали его в угол. И сейчас как-то надо выходить из этой ситуации. Не получилось выйти при своих. Вообще, надо отдать должное футболистам сборной Курдистана. Они пытаются играть широко, использовать всю ширину флангов. Тактически грамотно играет команда. Одна из самых, наверное, в этом плане подготовленных на этом турнире сборных. Абубакар. Неточным оказалась передача Абубакара. Штрафной. Пранделли сбивают в центре поля. Замена. На поле выйдет Мухаммед Сабир. И это последняя замена, на которую могли пойти курды. Меняет он десятку Али Азиза. Одного центрального полузащитника поменял другой. Посмотрим, насколько это окажется эффективным. Шакор. Шакор очень техничный футболист. Мяч ушел за пределы поля, и Алессандро сейчас в очередной раз введет его в игру. 2-2, 10 минут остается до конца основного времени. Я напоминаю тем, кто не очень хорошо знает регламент существующего чемпионата под эгидой КОНИФА. Игры в стадии плей-офф при ничейном счете в основное время. Дальше уже как бы наступает процесс пробития 11-метровых, и никакого добавочного времени, дополнительного времени нынешний регламент не предусматривает.
Так что если за 90 минут игры в основное время счет останется ничейным, командам придется выявлять победителя в серии 11-метровых ударов. Вчера мы уже лицезрели такой момент, когда сборная Кипра довела ситуацию до серии пенальти, но тем не менее выиграла эту серию у сборной корейцев в Японии. Романдоне потерял мяч, опорник пошел в обыгрыш, но опорник вообще не должен идти вот в такой наглый дриблинг, потому что чревато нарваться на опасную контратаку. Шакор предлагает себя, но тут же начинает вдруг конфликтовать с центральным защитником сборной. Подание. Арбитр матча Амирханян этого не видит. А может, и увидел, или решил, что там ничего такого, выходящего за рамки правил, не происходит. Сбивают. В полете сбивают игрока сборной Падани. Этот удар по ногам даже был слышен здесь у меня в комментаторской. 20 номер Лука Ферри лежит и корчится от боли. Но он мужчина, встает. Впрочем, Амирханян посчитал, что именно Лука Ферри нарушал правила. И Мушер, капитан команды, вводит его в игру со штрафного. Мяч, естественно. Не Луку Ферри. Алессандро перехватывает навес на свои ворота. Вот. Попытка дриблинговать у представителя севера Италии всякий раз оборачивается контратакой в свои ворота. Мушер. Очень мне нравится этот центральный защитник. Спокойный, как удав. Практически перехватывает все мячи на втором этаже. Ни одной такой видимой атаки по центру не получилось у сборной Падани. Пранделли. Гаравелли. Опасный момент. Опрометчиво как-то вышел из ворот Мохсин. Но наказать за это футболистам сборной Падани голкипера курдистанской сборной не удалось. Аут, тем не менее, в пользу сборной Падани. Опаснейший удар наносил Гаравелли, автор второго гола. Вот все-таки что такое кураж, да? Вот забил мяч, да, и вот как-то его все это вдохновило, и такое вроде бы очень далековато было, да, для пробития. Но он с лету, чуть в девятку не засадил его, этот мяч. И лишь мастерство Мохсина спасло от тяжелых последствий сборную Курдистана. До конца остается всего 5 минут. 2-2.
Опа. Шакор в прыжке. У меня такое ощущение, что он все-таки играл в корпус соперника, но арбитр решил, что здесь все-таки чисто мужская борьба была. Тем не менее, опасная контратака. Мяч застрял в ногах игрока сборной Курдистана. Тем не менее, второй темп атаки не дремлет. И теперь уже с правого фланга будет навешивать. Нет, простреливали. Опять подскользнулся Шакор. Но что-то не везет сегодня Шакору. Ну вот, что за привычка, будучи опорником, идти постоянно в какой-то дриблинг. Да, слава богу, сейчас судья все-таки заметил в этом эпизоде нарушение правил, но тем не менее, вот раз за разом Роландоне пытается идти в обыгрыш. В обыгрыш. Ладно бы он кого-то обыгрывал, был бы у него вообще какой-то сумасшедший дриблинг. А это обычный заурядный дриблинг. И дриблингом его эти действия, которые он производит, назвать сложно. Тем не менее, вот и некому ему подсказать. Видимо, слишком авторитетная фигура. И партнеры по команде как-то стесняются делать замечания своему опорному полузащитнику. Сейчас он, тем более, травму получил. Спасателей МЧС нет, просто человек в белом халате прибежал с водичкой в руках. С водичкой вообще в руках должен бежать просто пожарник. А медик, он должен, наверное, вот с какими-то такими медикаментами бежать. Что такое водичка? Встал. Романдоне. 2,5 минуты остается. Наверняка арбитр матча. Амирханян Арман. Российский арбитр. Пусть вас не обманывает фамилия. Все-таки он представляет сейчас Россию на этом турнире. Наверняка добавит к основному времени несколько минут. Слишком много остановок было в игре. Не только во втором тайме, но и в первом тайме часто падали в основном футболисты сборной Курдистана, но последние минуты этим не брезгуют и футболисты по Дании. Абубакар сейчас пытается навесить. Хотел это сделать с правой ноги, потом все-таки передумал, переложил мяч на левую. И достаточно опасно все это выглядело. Гаравелли, молодец, у него все-таки второе дыхание вот открылось. Вот что-то, что значит забить гол. Вот буквально до того, как он сравнял счет, в этом матче он был абсолютно незаметным игроком. И казалось, чего его все-таки держат на поле. А вот забил человек гол, и столько вот вдохновляющих он эмоций получил, и буквально летает по полю. Самый сейчас активный за последние 20 минут футболист сборной по Дании. Теперь травму получил Али, 15 номер сборной Курдистана. Вот сейчас выбегают медики курдской сборной. За ними вслед, догоняя наши славные спасатели из МЧС, словно грифы, налетают на травмированного Али. Нет уж, сказал Али, я как-нибудь пешком постою. Носилки уносят.
6 минут добавил Амирханян к основному времени, которое уже истекло. А вообще такое ощущение, что можно было бы даже и 10 добавить. Очень много остановок. И такой рваный темп у этого матча получился. Словно в хоккей играют. С многочисленными паузами, перерывами, выходами медперсонала и так далее. Мохсин не спешит. Не спешит, либо он уверен, что в пробитии 11, в отражении 11-метровых он мастер своего дела, либо позабыл о существующем регламенте. Рахман стоит на коленях. Это не время молитвы. Считанные минуты остаются до конца матча. Не успевал. Мазокко мячом. Пранделли подает. Все-таки это не его функциональная обязанность. Он центр-форвард. Нужно отдать другому футболисту. Но куда ты так? Ферри Луком. Кто за тобой будет подчищать? Такая фамилия Ферри, да? Он обязан за кем-то подчищать, а здесь ему приходится наоборот создавать проблемы другим. Опасный момент. Алессандро берет мяч в руки. Да, если бы он еще и здесь, ближний угол, этот мяч пропустил бы, то я бы на его месте завершил бы карьеру, по крайней мере, в сборной. Пранделли выпрыгивает. Ему казалось, что он выше всех, но Али чуточку оказался более проворным. Штрафной. Пару минут осталось до конца добавленного времени арбитром. Вот мне почему-то хочется 11-метровых. Мне сложно выделить кого-то из этих. Кто же все-таки больше заслуживает этой победы, сборная Падани или сборная Кыргызстана. И вот по моему мнению... Ну все. Опа! Опасно! Сбили! Штрафной прямо на линии. Штрафной. Пранделли сбили. По ногам. Ему откровенно засадил защитник сборной Кыргызстана. Это был Джамал. Схлопотал к тому же желтую карточку. Мазокко берет мяч в руки. По всей видимости, именно он будет пробивать этот опасный штрафной. Sì, hai ragione, scusa. Sì. Scusa.
Мазовка будет бить. Устраивает стенку. Стенку пытается втесаться. Два игрока пытаются втесаться, в том числе и Роландоне. Из этой зоны Роландоне, Танянини. Они как-то опасно. В стенку попадает мяч. Был еще удар, но Максим взял его в руки. И теперь мы переходим к самому интересному. Победитель будет выявлен в серии 11-метровых ударов. Сейчас тренерские штаба будут определять тех счастливчиков, в кавычках и без, кто будет пробивать в кавычках, потому что вы поняли мой сарказм. Это те, которые будут пробивать, но не забьют. А те, которые, естественно, сделают это дело, будут счастливчиками. Так, массажисты. Сейчас время массажистов. Они работают в полный рост. Пока тренерский штаб определяет, кто же все-таки будет пробивать пенальти. Пока только сборная Абхазии вышла в полуфинал без таких серьезных головных болей в виде пробития 11-метровых ударов. Приходите на матч обязательно. Я, в принципе, надеюсь, что армянская община Абхазии активно будет болеть за своих. Но жалко, что вот на сегодняшнем поединке крайне интересном присутствует не более 600 человек. Единственные матчи, наверное, которые проходят с аншлагом, это матчи сборной Абхазии. На втором месте находится сборная Западной Армении. И это, естественно, по понятным причинам. А вот почему не ходят так массово на матчи других команд, для меня это вот вопросов у меня возникает. Почему не ходят? Любите футбол, ходите, не только болейте. В конце концов, этот чемпионат проходит в Абхазии, и видеть вот эти пустые трибуны не очень приятно для глаза. Тем более матчи транслируются по интернету, их крутят на нескольких каналах в мире, телеканалах в мире. Так что смотрите, ходите на футбол, смотрите, и когда будут люди смотреть где-то у телевизоров своих сидений и видеть картину пустых трибун, подумают, что вот в Абхазии не очень-то любят футбол.
определились с пенальтистами. Такой боевой клич. Боевой клич последовал у сборной Курдистана. Взбадривают они себя перед пробитием 11-метровых. Команды выходят к центру поля. Болельщики Курдистана. Вы их слышите, наверное? Я думаю, за курдов болеют не только люди, приехавшие из самого Курдистана. Симпатичная команда. А вообще, на этом турнире, я так думаю, у многих, ну, естественно, там все мы болеем за сборную Абхазии, но у многих болельщиков появились свои симпатии. То есть кто-то болеет там за действительно там нравится, как играет сборная Курдистана, кому-то понравилась сборная Северного Кипра, армяне, естественно, как бы болеют там за Западную Армению, а некоторые болеют там персонально там за футболиста там Шоту Айба, который там выступает за сборную корейцев Японии. Мы все за него болеем. И я думаю, вот Род Айба в полном составе болеет за сборную корейцев Японии. Болеют люди, занятые там в сельском хозяйстве, которые выращивают мандарины. Они, конечно же, болеют за сборную Чагоса. Там два футболиста с фамилией очень нам приятной и знакомой фамилией Мандарин. Два, по крайней мере, тех, кого мы знаем. Мне тут подсказывает, что их вообще 4, да? Так вообще нам цитрусоводческим совхозом правил уже надо как бы свою рекламу давать для сборной Чагоса. Они могут стать титульными спонсорами этой сборной. Тем более она явно нуждается вот в финансах. И вы помните, что у нее даже как бы очень ограниченная замена. Всего 13 человек было. Но сейчас мы отвлеклись. Серия 11-метровых. В штангу попадает. Это бил 11 номер сборной Хасрат Али. Человек, который имеет большой опыт выступления за сборную Ирака. И вот так вот. Вы знаете, все-таки, какой бы опыт ни был, 11-метровый это отдельная песня. Кто только не промахивался. Платини, Зико, Сократес, Баджо. Сейчас, если я начну перечислять всех футболистов, которые мазались с этой отметки. Но Пранделли бил на силу и буквально проткнул Мухсина. Слава богу, с сеткой все в порядке. Пранделли, которого не видит Чезаре Пранделли. Габаритный центр-форвард. Таранного такого типа. Курды бьют. Алессандро упал в один угол. А мяч тихо, спокойненько залез в другой угол. Именно залез. Али пробивал. Пошел Гаравелли пробивать. Герой второго тайма. Я напомню, именно он сравнял счет в этом матче, сделав его 2-2. И именно благодаря нему сейчас сборная по Дании участвует в пробитии 11-метровых. Иначе бы курды уже отдыхали бы в раздевалке. Разгон. И
точнее в угол посадил он мяч. Хотя Мухсин вроде бы и угадал, но все-таки мяч, чиркнув от его ладони, аккуратненько лег в угол. Гаравелли лучший игрок матча. Естественно, по версии Инала Хашид. Не более. Мушер бьет. Капитан команды. Гол. Капитан, на то он и капитан, чтобы забивать в такие сложные для команды минуты. Мазока будет сейчас пробить. Стараться пробить Махсина. Аккуратненько ставит мяч на 11-метровую. Махсин прыгает, пытаясь впечатлить Мазоку, но Мазока под чары Махсина не попал. Точнее, не впал в чары, а попал по воротам. 3-2 в серии пенальти. Диар Рахман подходит к 11-метровой отметке. Александра, ну приготовься уже. Попрыгай, что ли. Но это вот финтом Паненки все-таки Курт Пижон, я вам скажу. Это знаменитый финт знаменитого нападающего сборной Чехословакии 70-х годов, чемпиона Европы 76-го года. Именно он когда-то спижонил при пробитии 11-метрового, и с тех пор этот удар называется финтом Паненки. 4-й мяч забивает сборная по Дании. 4-3. Шакор выходит. Не забьет Шакор. И в следующий этап выходит автоматом сборная по Дании. Забивает. Все в руках. Точнее говоря, в ногах будет последнего бьющего тогда итальянца. Итак, Шакор. Гол. 4-4. И теперь последний удар в этой серии будет наносить Лука Ферри. Главный чистильщик сборной по Дании. Мухсин спокоен вроде бы. Ферри разгоняется, бьет, перекладина. Никакой он не чистильщик, а мазила самая настоящая. Лука Ферри попадает в перекладину. За голову взялись футболисты сборной по Дании. Они были так близки к полуфиналу. Но теперь серия продолжается. Хуннер Ахмед подходит к 11-метровой отметке. Такого шанса у сборной по Дании может больше и не быть.
учитывая то, что Алессандро как-то слабо выглядит. Ну, 5-4 пока. И выходит Стефано Тинтонелли, капитан команды. Его коллега по капитанству сборной Курдистана уже забил гол. Теперь свои капитанские качества должен проявить Тинтонелли. Гол. Капитан, он и в подании капитан. Можешь спокойно сплавляться по реке По. На каком-нибудь таком шлюпке. А может даже на катере. Так, я немного отвлекся. Халет пошел пробивать, если мне не изменяет память, Абубакар. Александр. Вот как-то он беспомощно прыгает, этот Александр. Единственный раз мяч в ворота не попал, потому что Косар Али промазал и попал в штангу. А так все его прыжки Алессандро абсолютно как бы какие-то картинные падения. И все время они далеки от того места, куда мяч в итоге летит. Но нещадно критикуемый мною Лондоне вышел. Посмотрим, как опорник сборной по Дании умеет пробивать пенальти. С дриблингом у него не важно, но пенальти он бьет здорово. Ну и такой победный взмах кулаком. Джамал будет бить. 11-метрово. Алессандро уже залез вообще в ворота. Ну что, толку прыгать, если все равно не туда прыгаешь. Нет, тем не менее он выходит на линию вратарской. Промазал! Джамал Алессандро своим видом в конце концов кого-то испугал. Рядом со штангой прошел мяч. И теперь все в руках Пизолло. Антонио Пизолло будет пробивать пенальти. В теннисе такой удар называется матчбол. Пизолло разгоняется, бьет и гол! Сборная по Дании выходит в полуфинал. Сборная Курдистана в ауте. Мошер, единственный, который поздравил своего коллегу Тинтонелли, Стефано Тинтонелли. Остальные лежат в оцепенении. А ведь они приезжали на этот чемпионат за чемпионством. Я прощаюсь с вами, я Инал Хаджик прощаюсь с вами. На этом наш репортаж завершен. Абхазское телевидение вас ждет в 8 часов, когда уже определится последний четвертьфиналист этого чемпионата. Будут играть сборные Западной Армении и сборная Пенджаба. До свидания.